Сегодня мы вспоминаем с грустью, конечно, с грустью, я думаю, вот нашего великого современника, нашего с вами соотечественника, современника. И, значит, мне кажется, при жизни не совсем должное уважение, признание была, конечно, народная любовь, безусловно. Но вот признание правительства, это было, но нам, поклонникам, хотелось бы большего. Мы сегодня говорим о Галине Борисовне Волчек, художественном руководителе театра «Современник». Вот. И мы не случайно сегодня вспоминаем, потому что у нас на днях была встреча была с татарской общественностью, и мы вспоминали идею создания татарского театра. И кому принадлежит эта идея о необходимости, нужности татарского театра в Москве? Я считаю, это идея Галины Борисовны Волчек. И вот хотел бы вам продемонстрировать ее портрет. Вот. Мы с Галиной Борисовной Волчек, почему я осмелился о ней говорить и обсуждать, рассуждать, анализировать. Вот 4 года мы с ней вместе провели отпуск в Израиле. Ну, до этого тоже были знакомые давно, но это было знакомство такое фуршетное, шапочное, на презентациях, на премьерах. Я могу еще взять на себя ответственность и говорить об этом, потому что в год я посещаю 50 спектаклей. Я смотрел все спектакли Галины Борисовны по 5, по 10 раз. И практически вот основные, если взять 20 театров, это вот, например, там МХАТ Горького, МХАТ, значит, Горького, «Современник», «Сатиры», «Линком», Враговой, «Модерн», значит, театр у Никитских ворот, театр Луны, МХАТ Чехова, значит, Табакерку, естественно, значит, 20 основных театров у нас. Линком, естественно. Вот. И поэтому театр Маяковского, конечно же. Вот. И поэтому мне есть что сравнивать, с чем сравнивать. И вот я осмелюсь, значит, рассуждать на эту тему. Вот перед нами портрет. Портрет Галины Борисовны Волчек. Когда ей исполнялось, значит, 75 лет, нам хотелось что-то такое, значит, нарисовать, изобразить. Она знала, что я занимаюсь картинами, значит, сам я, естественно, не художник. И вот мы попросили такого очень оригинального художника Никольского Владимира Владимировича, значит, тоже Владимира Владимировича. И вот он известен тем, что он последний член Союза художников СССР. Он известен тем, что он 3 года жил у, значит, Тарковского. Он известен тем, что он жил в «Звездном городке» и у Терешковой, Рюмина, Леонова, Стрекалова. У всех дома находятся его картины. Вот. А учитывая нас и нашу дружбу с Юрием Михайловичем Лужковым, то, что где-то 6 работ вот на каждый день рождения мы дарили Юрию Михайловичу Лужкову, и мы знаем, что вот сейчас будет музей и галерея Лужкова, там тоже будет 6 работ вот Никольского, значит. Вот портрет Галины Борисовны. Я долго ему рассказывал и про нее. Вот. Вот ее портрет. Он ей очень понравился, и потом, значит, на следующий юбилей мы опять его подарили. Одна картина она увезла домой, вторая была какое-то время у нее в кабинете. Вот копия вот этой картины. И этих картин 4. Одна здесь, одна у нее дома, одна в кабинете, и 4-я у Юрия Михайловича Лужкова. Ну, несколько измененная, но первую картину мы рисовали как портрет Галины Борисовны. В чем смысл этой картины? Что мы хотели, значит, изобразить? Где должно быть яйцо? Яйцо должно быть в гнезде, в тепле. А здесь оно оказалось вокруг металла, на наковальне.
наковальня, металл, все это вокруг, это то, что окружало Галину Борисовну. И яйцо, чтобы оно появилось, его нужно вынашивать. Как ребенка 9 месяцев, ну, яйцо там несколько сутки, да. И вот какая она стала, Галина Борисовна, что из нее получилось, это нужно было вот ей пройти весь этот жизненный путь, во-первых. Во-вторых, вот родиться вот таким образом, и вокруг нее вот эта вот ситуация. Ну, мы все понимаем, что я называю под словом ситуации. Это то наше коммунистическое, социалистическое окружение прошлое. Да? Как они, значит, с Ефремовым пытались ставить спектакли, как они пытались, значит, там же нужно было разрешение на каждый спектакль, как все эти разрешения получались. Вот все это она мне рассказывала. У меня рассказ из достоверного источника. Вот, например, как создался спектакль, например, «Три товарища», и о чем он, как родилась идея о спектакле «Три товарища». И когда я спрашиваю, я его видел, наверное, раз 15, да, когда я спрашиваю у людей, о чем он, кто-то говорит о любви, кто-то говорит о том поколении Германии, там же практически поднимается очень острый вопрос возрождения фашизма. Это спектакль предупреждения для нас в какой-то степени. Вот. А Галина Борисовна говорила, это спектакль, конечно же, про дружбу. Я очень рекомендую его всем посмотреть. Мне бы очень хотелось, чтобы какой-то был репертуар, например, из 10-15 спектаклей, поставленных Галиной Борисовной, и чтобы эти спектакли заново ставили молодые режиссеры с молодыми актерами. Что я перенял, и вроде я тоже человек, будем говорить, почти взрослый, но несмотря на это, вот она повлияла на мое мировоззрение, на мой характер, на мой жизненный путь, наверное, да. Вот, что я до сих пор помню. Она мне говорила, вот не идет нога у тебя куда-то, не иди. Не хочешь ты общаться с человеком, не общайся. И она говорила, что она достигла в жизни того, что она любому человеку может сказать «нет». И мне не хочется сейчас переходить на фамилии, с каким, значит, рвением и натиском пытались к ней артистов, чтобы она взяла на работу. Но если она не считала, не видела этого артиста в своем репертуаре, значит, репертуаре театра, она его не брала. Она любому человеку могла сказать «нет». Она очень любила своих актеров. Она считала, что это лучшие актеры Москвы. И когда в один год у нас в 5 театрах Москвы одновременно поставили «Вишневый сад», это, значит, Ленком, МХАТ Чехова, это, значит, Ленком, МХАТ Чехова, Моссовет, это, значит, театр Маяковского, значит, все поставили одно время один и тот же спектакль «Вишневый сад». И можно было сравнивать. Там, значит, у Захарова в Ленкоме вышло на сцену сразу же сколько-то там народных, сколько-то заслуженных. В Ленкоме поставил, естественно, вот этот Захаров на таком уровне. Моссовет, это Кончаловский поставил ради Высоцкой, видимо. Вот, у всех были свои какие-то. А вот у Галины Борисовны «Вишневый сад». Она говорила, да разве есть у кого-нибудь Яковлева, Гармаш там, Ветров, значит, Ниелова, как она начинала перечислять. У нее сложилось очень хорошее мнение о работоспособности татарах, потому что по одному татарину мы очень часто строим все представление о всей нации.
Вот, у нее были, значит, Чулпан Хаматова, и у нее был брат Шамиль, которого она практически на свой страх и риск, по-моему, поставила в 5 вечеров даже. Чулпан Хаматова, значит, у нее были там операторы, режиссеры, не режиссеры, а операторы, так, работники сцены, также татары. Поэтому она к татарской нации, вот из-за каких-то людей, с кем она работала, была очень такая высокого мнения, и поэтому мы с ней вот это вот обсуждали создание в Москве татарского театра. То, что у татар есть огромный потенциал в артистах, в режиссуре, во всем. Вот. И, ну, она много рассказывала, значит, было можно сравнить было, ведь одного поколения люди, например, там Захаров, Ефремов, Табаков, там взять, вот в чем суть, чем отличаются, допустим, принципы. Галина Борисовна никогда не просила себе грамот, почестей, медалей. У нее вот в первый год, у нее есть очень замечательная подруга, живет значит, в Израиле, это Неля. Вот, мы с ней общались, Неля. Второй год приехала Вера из Прибалтики, значит. В третий год была Лена, приезжала к ней всегда Рубальская, с большим уважением к ней относилась, и даже, по-моему, с будущим мужем познакомила Рубальскую именно Галина Борисовна. Вот. У нее был подход, видение людей как режиссера. И вот там, в Израиле, когда вот мы общались, практически у нас вместе начинался день завтрака. И я там, она, может, не всегда как-то ходить любила все это искать. Я уже знал ее диету. Потом мы с ней шли на это израильское Мертвое море, сидели около бассейна, потом она отдыхала, потом, значит, мы шли на ужин. Я тоже знал ее диету, и поэтому так ей подбирал, значит. Вот даже в своей диете я перестал есть, значит, на ночь, как инженер Корейка, помидоры, да, вот она никогда на ночь после обеда не ела овощей. Да? И что касается диеты, что хочется, не хочется, она говорила, что организм сам подсказывает, и поэтому порой она вот брала какие-то такую немножечко острую диету. Да? Вот мы с ней сидели, потом мы выходили на веранду, она курила, значит, мы сидели вместе, и потом вот расставались, она шла отдыхать. И вот так 4 года. Это Израиль на берегу, значит, я уже говорил, вот, что я хочу сказать. Где бы мы с ней не были, на пляже, в ресторане, в лифте, она пользовалась огромной любовью. Хотя вот опять средства массовой информации хотят ее показать каким-то деспотом, какой-то там, значит, что от нее уходили известные актеры, что она там слишком строгая, может быть. Я вот эти мысли бы рассеял. Это настолько огромный человеческий фактор. Настолько большое обаяние и настолько велика народная любовь. Вот. К ней все подходили. И были несколько конфузов. Некоторые вот женщины к нам подошли и говорят: мы вас очень любим, одна говорит, а вторая говорит: мне и голос ваш очень нравится. А потом уже смутилась, что не то сказала. Ну, вроде посмеялись вместе. Вот так. Поэтому, значит, народная любовь была огромная. Вот. Она мне рассказывала историю с Евсигнеевым, как это все получилось. Да? Она никогда не могла принять, понять, объяснить предательство. Вот если я не могу это, зачем я должна через себя перешагивать и себе объяснять? Вот. Предательство, она была не совершенно, вот эта история с Евсигнеевым, какие-то мысли там, мстительность, что-то тоже в прессе появилось. Это все полная чушь. Она была, она вроде бы и
не прощала, но обиду не таила и перешагивала, и шла дальше в жизнь. И даже потом Евсигнеевой она помогала этой, значит, жене, я знаю, помогала дочери их, вот, помогала. Поэтому она была вот такая великодушная, я бы сказал. Также я перенял от нее то, когда нужно вот принять решение, да, с вечера надо думать, 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 а решение придет само собой утром, и это решение подскажет ваше сердце, и оно будет правильное. Вот. Поэтому я живу рядом с современником, поэтому мимо проходя, значит, театра, всегда мы с грустью ее вспоминаем. Вот у нас висит 4-я эта картина, это ее портрет. Да? Она как-то ей очень понравилась, я вам скажу. Вот это действительно портрет, какой жизненный путь у нее был. Вот мало об этом писали, но она тоже не любила говорить хотя она общалась очень много с Горбачевым, с Ельциным, с членами ЦК, значит, с правительством Москвы. Вот, значит, все правительство всегда считало обязательным побывать на спектаклях современников у Галины Борисовны Волчек. И есть такая, может быть, закрытая информация, не совсем, что, значит, Раиса Горбачева с Михаилом Сергеевичем после просмотра очередного спектакля Галины Борисовны на утро принимали какое-то государственное решение. Вот это была закономерность. Галина Борисовна знала, если здесь на спектакль пришла чета Горбачевых, значит, на следующий день или через день у нас в стране будут перемены. Вот. Она мне рассказывала про спектакль «Крутой маршрут» называется. Ну, все мы его знаем, значит, там татарские фамилии, значит, все это с Казанью связано. И когда спектакль закончился, один человек, не сдержав себя, выкрикнул в зале: «Простите нас!» Видимо, он был из охранки из какой-нибудь или из внутренних войск. Вот такой был случай в спектакле. Она рассказывала мне про Акиджакову, про Никулина рассказывала. Благодаря ей, значит, начала сниматься в фильме дочь, значит, Аллы Борисовны Пугачевой. Она не хотела сниматься. Это вот первый фильм ее «Чучело». Как она с ней разговаривала, как она ее убедила. И она ее убедила не потому, что она дочь известной певицы. Она убедила ее потому, что она видела, что у Кристины это получится. И потом уже вот у Кристины там было много ролей в фильмах, мы знаем. Когда мы, значит, все 4 года на пляж прямым звонком, ей периодически звонила жена Ельцина. Ей звонила Галина Борисовна Пугачева. Поэтому у нее было такое, конечно, звездное окружение. Она никому не стремилась в дружбу, все хотели дружить с ней. Потому что дружба с ней несла большой багаж жизненного опыта и мудрости. Вот. Поэтому вот я очень благодарен, что мне, значит, свела судьба, и что вот эти 4, значит, у Галины Борисовны есть замечательный спектакль «5 вечеров», а у меня есть 4 отпуска, проведенные вместе с ней в Израиль-отеле на Мертвом море.